Речь сегодня пойдет о первичных средствах пожаротушения и о правилах их использования во время пожара. Для начала необходимо пояснить, что же такое первичные средства пожаротушения или ПСП. Это инструменты и материалы, применяемые для тушения возгорания в начальной его стадии. К ПСП можно отнести огнетушители, пожарные краны, пожарный инвентарь, емкости с водой, ящики с песком, противопожарный материал, асбестовое полотно, инструменты для тушения пожара, лопаты, топоры, ведра, лом и так далее. Теперь подробнее о каждом средстве. Все знают огнетушитель – баллон красного цвета со специальной трубкой и веществом внутри, которое находится под давлением. Это первое автоматическое приспособление для тушения пожара, которое человечество изобрело за свое существование. Оно оказалось настолько удобным, что используется и по сей день. Но об огнетушителях мы еще поговорим с вами подробнее. Пожарный кран. Он используется для тушения пожаров внутри здания, и его можно увидеть практически во всех учреждениях. Кран состоит из вентиля для подачи воды и пожарного рукава, который присоединяется к вентилю. Здесь все просто. Если случается пожар, нужно открыть дверцу пожарного шкафа, раскрыть рукав, проверить его соединение с краном и после этого подавать воду, отвинтив вентиль. Удобнее всего делать это вдвоем. Один держит рукав, а второй открывает воду. Емкости с водой. Использовать воду можно для тушения практически всех веществ, которые с ней не взаимодействуют. Нельзя тушить водой щелочные металлы, например, натрий и калий, так как при взаимодействии с ними выделяется водород, и горение только усиливается. Нельзя использовать воду также для тушения объектов под напряжением, так как она производит ток. Не получится потушить водой легко воспламеняющиеся жидкости. Будут образовываться маслянистые пятна, которые, растекаясь, только увеличат площадь пожара. Для этого лучше использовать землю или песок. Кстати, песок. Песок практически везде является одним из самых доступных средств для тушения пожаров. Его применяют для тушения горючих веществ в жидком состоянии, например, бензина, масла, керосина. При этом надо помнить, что тушить такие вещества надо начинать с кромки зоны горения, а только потом уже сыпать песок на горящую жидкость. Храниться песок должен в специальном ящике с крышкой или металлических бочках. Пригодность песка к использованию должна проверяться 2 раза в год, а лучше даже чаще. Если очаг возгорания небольшой, можно использовать противопожарный материал – войлок, кошму, асбестовое полотно. Вы набрасываете материал на очаг пожара, доступ воздуха прекращается и огонь гаснет. Такой материал выпускается в виде полотна размером 1 на 1 метр. Войлок и кошма дополнительно должны пропитываться антипиренами. Их сворачивают в рулоны и хранят в специальных ящиках с низкой влажностью. Огнетушители. Наконец-таки вернемся и к огнетушителям. Рассмотрим, какие они бывают. Огнетушители различаются по способу срабатывания, по назначению, по размеру, по типу вещества. Огнетушители по способу срабатывания бывают ручные, приходят в действие при нажатии на рычаг, автоматические или самосрабатывающие, срабатывают, когда окружающая температура превышает норму и используются в местах повышенной пожароопасности, и комбинированные. По назначению огнетушители делятся в зависимости от класса пожара. Давайте рассмотрим их. Класс А – возгорание твердых горючих веществ. Класс Б – возгорание жидких горючих веществ. Класс С – возгорание газообразных горючих веществ. Класс Д – возгорание металлов и веществ, в которых они входят. Класс Е – возгорание электроустановок, которые находятся под напряжением. По размеру огнетушители бывают передвижные. Это баллоны большого объема, которые для перемещения устанавливают на специальную тележку. Применяются они обычно на больших производственных и рабочих площадях. Переносные, самые распространенные. Они бывают разных объемов и видов, применяются в помещениях разной площади и назначения. И, наконец, компактные. Они предназначены для использования в автомобиле. Их размер позволяет добраться в труднодоступные места. Огнетушители различаются также по типу применяемого вещества. Порошковые огнетушители. Это универсальные и относительно недорогие огнетушители. Принцип их действия основан на том, что порошок, покрывая очаг возгорания, изолирует его от кислорода и останавливает огонь. Такой огнетушитель имеет ряд существенных минусов. Но, во-первых, при использовании образуется токсичное облако, поэтому необходимо обязательно надеть респиратор. Ограничивается видимость в помещении, нет охлаждающего эффекта и может возникнуть повторное возгорание.
Трудно отмывается. Вещи, на которые попал порошок, не подлежат восстановлению. При хранении порошок слеживается, поэтому срок годности всего 5 лет. И как вследствие этого, конечно же, такой огнетушитель сложно хранить. И площадь тушения пожара всего 10 квадратных метров. Применять такой огнетушитель лучше на улице или в транспорте. Углекислотные огнетушители. Такие огнетушители останавливают распространение огня, распыляя хлопья, которые изолируют пламя от кислорода и заменяют его углекислым газом. Отлично подходят для тушения горючих жидкостей – бензин, керосин, солярка, электроустановок до 1000 вольт, проводки, материалов, горение которых происходит без доступа кислорода. Из минусов. Огнетушащее вещество со временем улетучивается, и в важный момент баллон может оказаться попросту пустым. Можно обморозить руки, если взяться за раструб распылителя и соединительную трубку огнетушителя. Пары углекислого газа оказывают вредное воздействие на человека. Нельзя применять для тушения щелочных металлов, веществ, горящих без кислорода. Такие огнетушители широко используются в общественных и офисных зданиях, в транспорте и в быту. Воздушно-пенные огнетушители. Здесь огнетушащим веществом является пена, которая почти полностью состоит из воздуха. Такие огнетушители эффективны при первой стадии возгорания для тушения твердых веществ, горючих жидкостей и плавящихся материалов – дерева, бумаги, масла, красок и лаков. Нельзя использовать для тушения электроустановок и щелочных металлов. Основное преимущество – сравнительно долгое время работы. Из минусов – высокая коррозийная активность заряда, применение возможно только при температуре от плюс 5 до плюс 50 градусов, каждый год нужно перезаряжать. Воздушно-эмульсионные огнетушители. Они безопасны для людей и окружающей среды, не уменьшают видимость, ими можно тушить достаточно большую площадь. Такие огнетушители эффективно охлаждают очаг возгорания и могут использоваться при температуре до минус 40 градусов. Вещи после их использования хорошо отмываются, и их не придется выбрасывать. С помощью этого вида огнетушителей возможно бороться с пожаром в помещении, предварительно не эвакуируя людей в транспорте и на улице. Можно тушить горючие вещества, органические вещества, горение которых происходит с тлением, горючие жидкости, электроустановки под напряжением и электрооборудование до 10 тысяч вольт. Единственный недостаток – сравнительно высокая цена. Хладоновые огнетушители используются там, где нельзя испортить оборудование, например, радиоэлектронная аппаратура, ценная документация, экспонаты в музее, а также для тушения высоковольтных установок. Основной плюс как раз отсутствие разрушительного действия на объекты и высокая скорость устранения пламени. Недостаток – отравляющее действие хладона на людей и окружающую среду. Водные огнетушители подойдут для тушения твердых горючих веществ и органических материалов, горение которых происходит с тлением – бумага, дерево, ветошь, но их нельзя использовать для тушения горючих жидкостей и электрооборудования. Преимущества. Во-первых, экологическая безопасность, хорошая охлаждающая способность. Вещи после использования практически не портятся. Из недостатков. Нельзя использовать при минусовой температуре. Необходима перезарядка каждый год. Высокая коррозийность заряда. Итак, на что обратить внимание при выборе огнетушителя? Смотрите на класс пожара, для которого они предназначаются, и характеристики, какие нужны условия хранения и как часто нужно перезаряжать огнетушитель. Обязательно ознакомьтесь с подробной инструкцией по использованию, чтобы в критической ситуации знать, как действовать. Также рассчитайте, сколько должно быть огнетушителей и где они должны располагаться. Конечно, огнетушитель не является гарантией тушения пожара, но чаще всего помогает на начальной стадии, поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности.